А теперь переходим непосредственно к творчеству Людвига Бетховена. Итак, речь пойдет о симфоническом творчестве. Для него она, как и фортепианная, была главной. Даже, может быть, главнее было несколько, хотя он написал меньше. Но вот как он гениальный сонатный композитор, так Людвиг ван Бетховен гениальный симфонический композитор. Самый гениальный симфонист всех времен народов, доведший жанр симфонии до абсолютов, до вершин сияющих, который превратил создание симфонии не в поточное производство, а в штучную, тончайшую мастерскую работу, потому их только 9, не 42, не 104, как у Гайдна, 9. Но каждая вынашивалась и создавалась очень долго. Есть отличия, господа. Есть заводы, где производят инструменты. Конвейер, 1000 рабочих, все такое. Это одно. И делают классными, и стоят они недорого. Вот. Но профессионал, конечно, не бедный вроде нас, он пойдет к мастеру, который будет делать ему скрипку, лачель, гобой, кларнет, фортепиано. И будет делать этот инструмент 2-3 года. И это будет очень дорогая работа, это будет уникальный инструмент. Вот так Бетховен стал писать симфонию. Для него симфония — это не просто предмет жанра, это послание к человечеству. С мыслями, которыми владеет только он, Бетховен. Он умеет сообщить что-то людям, чего они не знали, что должно изменить их жизнь. Поэтому, по его мнению, симфонист должен не просто уметь писать, иметь фантазию, владеть техникой, он должен уметь что сказать людям. А если не имеет, то симфонии и не надо писать. Что у него есть в этом жанре? Итак, он решительно отказывается от всяких развлекательных жанров. Никаких дивертисментов, серенад, кассаций. Все это поп-музыка у него. Он их не пишет, как Моцарт и Гайдна. Симфония. Да. Здравствуйте, что случилось, девушки? Время пройдете. Что случилось? У кого? Не слышу. А вы сказали, что у вас урок? Значит, придется мне сделать ей замечание. Проходите, садиться. Итак, 9 симфоний. Все репертуарное. Все, что Бетховен написал. Сказать, что у Моцарта, у Гайдна нет. У Моцарта, у Гайдна все играют. У Бетховена играет все. Из них, ну, наверное, 3/4 великие. То есть, кроме первой и второй, все остальное это великое. Из них гениальные, 3-я, 5-я, 6-я, 9-я, 4 симфонии гениальных. Кроме этого, это великие концерты композитора. Написал концертов тоже меньше, чем Гайдн, Моцарт, но зато какие, как говорится. Один скрипичный, один из величайших скрипичных концертов. Так, дальше. 5 фортепианных концертов. Из них великие, 1-й, 3-й и 5-й. Кстати, 3-й называется императорский. Это название данной критики не будет, не сам такой императорский. Мощный концерт, гениальная музыка. Теперь, и 3-й по значимости жанр, простите, еще один концерт, тоже по-своему уникальный. Тройной называется, на троих. Как сказал Шмидт, это концерт Ростроповича, Димона Кремера и Башмета. Для скрипки, виолончели и фортепиано. Один из сложнейших концертов в своем роде. Вершина жанра. Так, дальше. И 3-я группа симфонических произведений, господа, это его увертюры. Увертюры. Написал много увертюр. И шедевры в этом жанре. Это Кориолан, Эгмонт, король Стефан, Фиделио и Леонора номер 3. Не удивляйтесь названием. Потому что еще номер 1, номер 2. Да? О, думаете, я полный порядок называл? Так, Эгмонт, Кориолан, король Стефан, Фиделио, да. Фиделио, женское имя. Название оперы. Вот великий вертюр, который уже 200 лет играет все оркестры мира. Это шедевры жанра. Подчеркиваю. Ну а теперь вернем, подчеркиваю вот что. Это программные произведения. Что значит программные? А вот что значит. Что в основе этих произведений лежат знаменитые драмы, трагедии великих писателей. Драмы и трагедии, которые образованы людям, не знаю, какое-то количество или нет, известны по содержанию. И поэтому, когда они слушают Кориолана или Эгмонта, они представляют героев и событий этих великих литературных произведений, и им легче понять эту музыку, они понимают, о чем речь. Они больше из этой музыки берут. Поэтому Бетховен считается отцом программной вертюры.
И вот за ним потом пойдут все композиторы романтики, все будут писать программы увертюры. Кто меньше, то больше, но все в изобилии. Он отец программы увертюры. Точно, если раньше скажу вот что хотя программы увертюры, вообще-то они первоначально создавались вот для чего, господа. Они первоначально создавались не для того, чтобы быть концертом, а они стали для театра. Дело в том, что Бетховен, наверное, первый из них, что стал писать для театра. Но не оперу. Он первый напишет одну, правда, Фиделева. Он писал для драматического театра. И название произведения – это название тех драм, для которых он сочинял музыку. Король Стефан, Афинские развалины, Кориолан, Эгмонт. Верно, он писал для них музыку. Но в числе прочих там нужно сочинить не просто какой-то номер, песню, танец, хор, а увертюру обязательно. А потом эти спектакли забылись, эта музыка забылась, мы не слушаем, не играем. Там приятная музыка не более. Увертюры оказались гениальными. И не просто гениальными, а интересными и понятными нам без всякого драматического действия, без спектакля, без звучащего слова. Но в основе этой увертюры замысел этих конкретных литературных произведений. Вот почему считает отцом программы увертюры. И с тех пор эти спектакли не ставят. Но увертюры звучат как самостоятельные концертные произведения. Так, итак, увертюры. Величайший назвал. Теперь о концертах. Здесь не тоже особое слово. Он написал их меньше, чем Моцарт или Гайдн, верно, но что сделал Бетховен с концертом? Он его возвысил. Он, по сути, придумал концерт симфонию для солирующего инструмента и оркестра. Он симфонизирует концерт. Поэтому масштаб, сила, размах, мощь, полнота. Это еще не все. Он вводит в качестве основных своих концертов образы драматические, героические. То, что сделал с сонатой, симфонией, то, что сделал с концертом. Поэтому так отличается концертов Гайдна и Моцарта. Колоссально просто. Радикально отличается. И концерт его тоже, как симфония, по сути, послание к людям, воззвание. И тоже воплощение идей, которые волновали как человека. Идей свободы, равенства, братства. Вот. И светлого будущего человечества. Такая вот мощная музыка. Вот что есть на ютубе. Теперь, у вас в программе изучение симфонии номер 3, номер 5 и увертюра Эгмонта. Как наилучших образцов его творчества. Правда, на это полагается 5 часов. У нас есть 3 сегодня и завтра часа. Так, теперь, по поводу симфонии. Это еще не все. Бетховен не только славник симфонии. Бетховен симфонии колоссально обновил. В чем обновление? Бетховен – отец программной симфонии. Симфонии, которая предпослана литературная программа, позволяющая понять полнее, глубже, конкретнее содержание. И такая программа симфонии, симфония номер 6, она так называется пасторальная. Если происходит, Господи, одно название и сразу она программная, ну подумаешь, что вивальдийские концерты, верно, вивальдийские концерты. Но дело в том, что у него каждая часть имеет свою маленькую программу. И вот эта программа и раскрывает ее содержание. Если вы когда-нибудь читали романы 18 века, кто не читал про Робинзона Круза? Как приходил парочку образованных людей здесь встретить. Так вот, я напомню, что в ту эпоху было принято так, значит, вот начинается глава, или оглавление. Глава 8 о том, как Робинзон Крузо встречает Петю, знакомый с ним и так далее. То есть уже краткое содержание главы, так было принято. Вот Бетховен так поступает и здесь. Часть 4 симфонии, в которой веселые крестьяне радуются тому, что закончилась гроза, буря, возвращается ему безмятежно туда и радуется, и празднует. Все, это уже содержание конкретное. Так вот, у каждой части такая маленькая программа в виде названия. Такого не было Бетховена. Поэтому Бетховен отец программы симфонии. Это тоже не все. Бетховен в поисках новых возможностей симфонии, стремление сказать больше и точнее, отходит от классического 4-частного цикла. В 6-й симфонии уже не 4 части, а 5. А почему 5? А программа потребовала не 4, а 5 частей. Это тоже множество. И потом так будет делать композитор 19-летний, многие. Это тоже не все. Бетховен придумывает тип симфонии смешанной, синтетической, то есть симфонии для оркестра, голосов и хора. Симфония, объединяющая в себя, собственно, симфонию и ораторию. Это 9-я гениальная симфония. Почему он это сделал? Все просто. Он хотел уже не только звуками музыки, но звуками стихов великих, стихов Шиллера донести людей до мысли. Вы все равны, вы все братья, обнимитесь. Поэтому он вводит знаменитую оду Шиллера к радости. А чтобы озвучить ее, он вводит голоса мужские, женские, а потом еще и хор. Дословно возникает новая симфония. А потом так будет 19-20 писать, но после Бетховена. Он ответственный за симфонию. Так, итак,
Значит, повторяю, у вас в программе 3-я, 5-я и Эгмонт. Ну, хочешь, не хочешь, придется с 3-й начинать. Почему я поменялся? Все просто. 3-я сложнее 5-я Эгмонта. Очень. Она доходит не так быстро, как 5-я. 5-я проще понять, она плакатная. 3-я посложнее, побогаче. Вообще, господа, помните, не все самое популярное, самое лучшее. Популярное может уступать великому. Великое может и быть популярным. У Бетховена популярная 5-я симфония. 3-ю понимает меньшинство людей, но 3-я более мощная, великая симфония, более новаторская, смелая, глубокая. Это как мы в детстве, мы точно то, что быстро усваивается, конфетку съесть, тарелку борща, например. Вот так и с музыкой говорят. Итак, он начал писать симфонии в 800 году, когда достиг 30 лет. Когда считал, что он созрел как человек, ему есть что сказать людям. И вот 3-я симфония, это уже не просто Бетховен интересы самобыт, это Бетховен полностью зрелый в этом жанре. Поэтому симфония для него особая. С нее начинается зрелый Бетховен. Зрелый вообще. Это же великая, гениальная симфония. 804 год. Симфония-то еще занимает вот какое место. Она символ мужества Бетховена. Напомню, перед этим он знал, что боль неизлечима, что слух скоро исчезнет и навсегда. И был выбор, либо уйти из жизни, либо бороться. И вот так жить мучаясь. Он выбрал второе. И вот когда слушаешь симфонию, когда я подумал, что это такая драма с завещанием, с готовностью покончить с самоубийством, такая мощная, мужественная, крепкая музыка, демонстрирующая победу человека над природой, над судьбой, которая ему готовлена, силу духа. Именно с этой симфонией образы героические, драматические ведущими в творчестве. Ясно, не героические симфонии. Героические образы. Она называется героическая. Первоначальное название отсутствовало. Она относится к Бонапарту Наполеону, консулу Республики Французской, символу свободы, равенства. И вот в 804 году Бонапарт предал революции. Все очень просто. Стал не просто диктатором, он был, как другие вожди, он назвал себя еще императором. Это привело Бетховена в бешенство, потому что изменил дело революции. Вот тогда он посвящение уничтожил, титул министра разорвал, затоптал, это был Бетховен. Он не просто разорвал, он растоптал. Он был яростный. И написал героическое, эроика по-итальянски. Так мы за него до сих пор. Симфония написана в тональности ми бемоль мажор. Это очень большая симфония, очень сложная, очень богато постижена. Теперь, господа, мало того, что это зрелый, гениальный Бетховен, это Бетховен новатор. Напоминаю, Бетховен в симфониях выгоняет напрочь минуэты в 3-й части. Он заменяет их скят в новом жанре. Это не просто новый жанр, новое название. Минуэт это танец, это развлекательная музыка. Это осколок сюиты, рудимент его. Ему не нужна никакой радикальности. Поэтому он бросает. Но это тоже не все. Бетховен вот что делает. В этой части он первый в истории музыки вместо второй части лирической вставляет вторую часть под названием траурный марш. Во-первых, это не ужасный марш. Так заметьте, траурный. Почему? Да потому что сегодня воплощается в каком-то смысле революция, как явление. Борьба, победа, потери, поражение, оплакивание героев. Вот что. И как воплощение скорби, но не одного человека над одним, а многих, вернее всех над многими, он будет жанр траурного марша. Гениальная идея. Потом это будет общим местом. Так будут Берлиоз, Лиш, Шопен, Мисковский, такой очень многие. Но это производит он. Потому что колоссально воздействует. Еще больше, чем Моцарт, он усилит контрастными частями. Контрасты эмоциональные. Контрасты темпа, тональности, оркестровые контрасты. Так. Ну представьте, скерца, несколько шутливая, радостная после траурного марша. Колоссальный контраст. Так, теперь. Бетховен меняет даже традиционные формы. Я напомню, соната симфонического цикла. Последняя часть сочинялась полвека, либо в форме ронда, либо в форме сонаты, либо ронда сонаты. Бетховен заменяет форму финала на форму вариаций. Да не простенько сказано с точки золотых, то есть вариаций двойных на 2 темы. Это еще не все. Вариации, в которых смешаны вариации строгие, и еще вариации басса астенаты. То есть это виртуознейшие работы. Так, теперь. Сквозные образы в этой симфонии героические.
Сквозные, господа, означают те, что сквозь всю симфонию проходят. Есть у них первый, второй, третий, четвертый часть. Как у Моцарта, драматический 40-й симфонии, но Бетховен героика. Потому что его герой не просто там страдает, пытается бороться с судьбой. Он борец по натуре, не борец по битве. И он побеждает. Он герой. Он как этот Брюс Уиллис. Губернатор Калифорнии, бывший киноактер. Так вот, всегда побеждает. Вот почему его музыка никогда не качается трагически. Он не может проиграть. Весь будет в крови, но победить. Так и Бетховен. Итак, первая часть. Сонатная форма. Да. Особенности. Большая кода. Раз. И, господа, эпизод в разработке. Эпизод разработки. Ну, должна быть классическая подземелье ваш репертуар. Бодяга попсовая. Теперь, маленькое вступление. Ничего того, что вы Бетховен Моцарта. Маленькое, значит, два тактика буквально. То есть, смотрите. Если даже не принял выступление. Вот, слушайте. Все. По сути, это призыв. Внимание, сейчас будет музыка. А потом начинается основная тема. То есть сразу берет Баказарга, сразу музыка мощная, действенная. Основная тема, что передает героический характер. Он тему делает такой. Идея не нова вообще-то, она была угадана. Это движение по звуку тонического аккорда. Ми, соль, си, соль. Я еще народ остановился. Мажор трезвучие, светлое, спокойное, торжественное. Это играет струнная. А другие инструменты сопровождают репетиция аккордов. Та-та-та-та-та-та-та. Музыка подвижная, напряженная, взволнованная. Так, но без всякой тревоги. И вот здесь, в этом месте, появляется чужой звук. Как будто вы шли по улице, все хорошо, вдруг поняли, у вас камешек там. Натираете ногу, либо хромает, невозможно идти. Уже не все в порядке. Вот в ми бемоль мажоре появляется звук до диез, чужой совершенно, который режет слух, образует диссонанс. И сразу возникает синкоп, какой-то налаженный ритм, ровное прямое движение, делается движение неровное, с толчками. Вот как звучит. Вот так вводится конфликт в главную тему. Играем. И сразу сбился ритм, ровное движение. Вот первое препятствие. Вот такая главная тема. Так, сейчас минуточку. Куда я положил тут? Извините. О, Господи. Так. Разбираем. Так, где же был музыка? Ну ладно, придется вам Кстати, оцените, это клавир приложение для того, чтобы читать это глазами, когда слушаешь музыку. Но никто это не будет брать в концертах. Вот пройдет какие-то 50 лет, и великий музыкант, какой-нибудь композитор-францлист возьмет и сделает концерт и фортепианное предложение симфонии Бетховена. Безумный труд, словно. Так, что потом вас не спрашивают, я сразу отвечу. Так, господа, просят, от кого нет. Большаковой. Они не Большаковой. Так. Кого еще? 3, 7, 9, 10. Отлично. Все правильно. Совпадает. Итак, это главная тема. Воплощение воли, мудрости, силы. Теперь, уже здесь же, в этой главной партии, он с мощным напряжением, как будто герой сталкивается с судьбой, с препятствиями, которые ему нужно преодолеть. Вот как все сделано. Оркестр томит. Видите, что же это подобное? Так, вот мы открыли. Время не доходит. Так вот, исчезает ровное движение, синкопы, оркестр тут, сфорцанты, диссонанс, вот это место играет. Вот такая мощная музыка. Теперь, побочная партия. Мы ждем, что будет лирика будет. Но не сразу. Это Бетховен. И всегда у него будет великомыслие. Побочная партия обычно тем, что она написана сама в простой трехчастной форме, что в ней целых 3 темы. Не одна, а 3.
И вот первое. Да, радостные светлые заметки. Здесь уже даже не тревоги того получится сравнение. Настоять его дальше. Это первая побочная тема. В середине возникает новая тема. Про нее сказал один, по-моему, что здесь удары сабель друг от друга, потом такой время Чайковский потребит. Итак, резко меняется характер. Аккорд форсанда, а дальше повесь такие обороты. Тревожные, беспокойные. Играем. Говоря иначе, в побочной партии возникает мощный контраст внутри. Чем относительно счастливых, свободных, вернее, спокойных в начале и в конце, и тема драматическая, тема столкновения в середине. Я играю еще раз. Прозвучала эта средняя тема и последняя тема по побочной партии. Вот это самое светлое, безмятежное, идиллическое. Все хорошо в мире. Герой задумался, отвлекся от своего главного дела. Прозвучала эта музыка, выступает партия звучит. И здесь опять по биткоину. Все ломается, все рушится. Музыка героическая, музыка борьбы сейчас. Вообще ломается, сплошные синкопы, мощные удары. Вот такой конец. Теперь разработка тоже новая. Конечно, драматическая и героическая. Но что здесь нового? Музыка рисует борьбу, столкновение с колоссальным напряжением силы. Он здесь происходит и Моцарта, хотя вот это немножко взорвало. Я сказал, новаторство разработки этой части в том, что она будет эпизод. Запомните, господа, эпизод разработки – это тема, которой не было до этого в экспозиции. Она параллельно только здесь, не более никогда. Что за тема? Тема необычная. Итак, мозг грохочет, рычит, музыка борьбы, столкновения, схватки, колоссальное напряжение. Теперь представьте, вдруг все замирает, и тихо-тихо, грустно-грустно, в миноре у флейт появляется мелодия напоминающая песни. Что это означает? А теперь представьте, какую-нибудь кинокартину поле боя, пушки стреляют, танки ревут, бомбы взрываются сверху. И вдруг на поле боя показывается маленький ребенок, который смотрит все это, взирает, не понимает, что происходит. Конечно, подвергается опасности. Возникает контраст от его облика появления здесь и того, что происходит. Вот такой же эффект появления темы эпизода в этой симфонии. Смотрите, это ужаса, грома, грохота, что-то нежное, хрупкое, печальное. Он так несколько раз поставил. Оттеняя вот этой музыкой, лирической, нежной, грустной, музыку борьбы колоссальной накала. Это еще не все. Бетховен употребляет еще один прием. Он доводит музыку до кульминации. Вот представьте, вы спасаете от врагов. За вами толпа гонится. И вот они вас застигают, уже почти прижали к углу. Спасение одно, туда прыгнуть. Ну как у киногероев. Вот там другой дом, вы здесь, а между ними пропасть 5 метров. Спрыгнешь, ты живой. Не перепрыгнешь, здесь тебя. И вот герой решается и прыгает. Все, дотянулся, спасся, живо остался. И сердце безумно колотится. Еще миг он мог быть мертвым, его убили. Вот так и здесь. Бетховен доводит до конца напряжения вот здесь, а потом резкий обрыв, пауза. И как, знаете, тишине человек чувствует, сердце колотится. Вот так и здесь. Удары сердца. Потрясающая кульминация. Потом, ну, Шуберта мы встречаем Чайковского, но это он первый сделал. Он показывает это место. Всегда действует с необычайной силой. Смотрите. Здесь оркестр играет Тутти. Очень жесткий, диссонирующий аккорд, выходит далекий тональности, играет кульминацию.
И опять появляется вот эта грустная тема эпизода. Слушайте. Вот такие мощные контрасты. Ну а теперь давайте послушаем эту гениальную первую часть. Надо, смотрите. Итак, великом Бетховену. Поэтому запомните цифру 1804. Год создания симфонии. Французы помнили под своей причиной. Год, когда Наполеон Карнавал стал императором. У них есть даже коньяк с таким названием. 1804. Так, сейчас еще. Итак, раз, два, третий. Да, и размеры поражают. У него одна часть, одна длится 16 минут. Он колоссально раздвигает масштабы симфонии. Для симфонии Гайдна, скажу, маленький. Это только третья. Если вся симфония минутах 50 примерно. Таких масштабных, таких колоссов не создавали для него. Вот только исправляется чужой. Первая тема – вздохи. Радостно, пока светлая, спокойная. Вторая тема – середина. Третья тема – пасторальная. Конец экспозиции. И вдруг опять свет одной стороны музыки, скрипочки запели. Так, судя по всему, сейчас режиссер повторит экспозицию, поэтому я
Главную разработку перевел. Чтобы правильно. Нет. Она самая. Помрачение музыки, торможение движений, препятствия. Начинается разработка. Первая волна. В этой разработке 3 волны. Это тоже волновые, не 2. Пошел дальше мой захват. Разработка колоссальная по размерам. Побочную тему. Второй этап. Фугато. Новый этап разработки. Вообще-то биткоин, он слушает рок-концерты стадионных очень громко, потому что биткоин может было воздействовать на человека сразу, полностью, всеми средствами. Поэтому ему в гайдовском, моторском оркестра мало. Он усилит его состав, он увеличит. В его оркестре 60 человек, вспомните, гайд на 30 это хорошо, 60 раза больше.
Он создает новый состав. Он называется большой или бетховенский, или еще тройной. Это одно и то же. Тройной, большой бетховенский это синоним. Большой, потому что 60 или 30 бетховенский, потому что он тройной, потому что теперь у него в группе духовых инструментов деревянных, каждого инструмента по 3. Соответственно, приходится в равновесие увеличить струнных инструментов, больше скрипок, альтов, виолончелей, контрабасов. Он вводит не только литавры, он вводит еще и малый барабан в группу данных. Так. И он вводит тромбон в оркестр, тяжелую медь, не только валторные трубы тромбона. Поэтому колоссально сильно, мощно, иначе не передашь того, что владеет им. Поэтому у Бетховена уже норма звучания симфонии, это 80-90 децибел. Может быть, поэтому симфонии Моцарта были так непопулярны, что коллективы были маленькие. А они просто, их мозг интриговало больше сил, больше громкости. Нет, вот смотрите, наш оркестр, да, усеченный состав, или Герберт приехал, мощный, совершенно, звук совершенно разный. Я не говорю об уровне исполнения, а звук другой уже. Звук совершенно разный, все правильно. Это точно. Вот, а нынче исполняют такие симфонии оркестром уже 120-140 человек. Это уже усиленная, чрезмерная мощь, но Бетховена тихо слушать нельзя. Что у него уже основной уровень звучания, средний, это форта, 2 форта. Моцарта ниже говорит еще ниже. У Бетховена, если случайно достигает 3-4 фортов кульминации, у Моцарта играть невозможно. Поэтому на стадионах можно играть симфонию. Итак, кончается эта часть, но я покажу в конце еще одно. Новшество его тоже. Я скажу, что здесь есть еще иконы. Так вот. Итак, основная схватка у Бетховена в симфониях, в сонатах, в разработке. Это понятно. Но у Бетховена, как и в жизни, не кончается одним боем все сравнение с жизнью, как в реальной жизни. Поэтому кода у Бетховена это новая, вторая разработка. Это вторая схватка, второй этап. Это победа героя. Поэтому здесь будут коды. И коды всегда у него разработочные. Потому что есть другие, где просто рождается характер. Это доказываю. Вот смотрите. Вот сейчас я вам покажу место в репризе. Это уже реприза. Главная партия, побочная. Так. Да, присмотрите. Вот здесь звучит последний аккорд, тонический, господи. Куда что пропало? Родина сейчас не будет. И вот когда мы расслабляем, ну все, наши победили, легкая кавалерия прибыла. Вдруг мозг меняется, делается опять драматичность, мозг столкновения. И мы здесь даем не главную тему, мы взяем куски из побочной партии, средние, которые сталкиваются. Но как меняется автор? Здесь герой окончательно побеждает. Поэтому драматичная тема из побочной уже определяется, она затоптана, она задавлена внизу, а наверху очень горячая первая тема. Все громче, сильнее, все мажорнее. И так до конца. И вот здесь понимаю, все, теперь точно победа, однозначно. Вот сейчас послушаем коду. У него потом будут коды в концертах и овертюрах. Практически всегда. Бетховен без кода уже не может. Это как наркотик. И так без разработки. И думал сначала застывшая мелочь. Как лицо в масле. Что делать? Герой находит решение, находит силы себе, двигаться дальше. Заметьте, эти обороты 16 звучат уже здесь радостно, не так, как звучали там в экспозиции, тревожно. Ты чувство ликования. Все торжественно, все радостно.
теперь дальше. А теперь та самая нотская часть. Траурный марш. Итак, это гениальное воплощение скорби. Где он берет, конечно, Генделя, вспомните Самсон Оратория. Но там марш был другим, там он был торжественным, а здесь он траурный. Да, и вот с тех пор уже 200 лет, с хвостиком, 205, все музыканты, создавая траурные марши, вот отсюда отталкиваются. Пытаются вот по-своему наталкивать, что здесь я нашел все типичные ходы, фактурные, ритмические, мелодические, оркестровые, траурные марши, для создания образа скорби, великой скорби. Этот марш играет не когда угодно. Говоря иначе, на похороны дяди Васи, тети Маши, его не сыграют. И не потому, что легко не сыграют оркестровые музыканты. Они сыграют все, что угодно. Даже на шеститрубах своих, даже полутрезвые. Дело в другом. Вот это марш, это героический марш. То есть это момент человека хоронит героя, не просто человека, именно героя. Почему так важно? Здесь потрясающий слова. Скорби, отчаяния, траурности и героя. Хоронит героя именно из музыки, героя, борца, который дрался отчаянно, как мог, как лев, но погиб, потому что врагов было много, он один. Но погиб не зря, он свое дело сделал, он добился цели, он спас остальных, он дал им свободу, то есть не зря погиб. Поэтому он велик, поэтому музыка здесь героическая. Она и скорбная, и траурная, и великая, и мощная. Вот такой противоречивый склад. Формула у марша классической с тех пор существует. Сложная, трехчастная стерео. Вот первая, третья часть это скорбь, это отчаяние, это слезы, вздохи, вопли. Середина прославления. Вот как, знаете, речи у края могилы. Да, вот он был великий, он столько сделал, мы его помним, не забудем. Вот все в середине есть. И там радость, ликование, мощь. Он победил. Мы воспользуемся победой. Итак, начало. Что характерным стало? За такт, слава говоря, пунктин, ритм, скачок наверх, раз, вот. Это потом будет в сотнях маршей. Раз. Дальше. Тирады. Очень мрачный весь характер. Здесь не одна тема первой части, есть другие оттеняющие. Вот момент просветления. Не думаю, мажор. Хоральная мелодика, хоральная фактура. Как святые слова. И вдруг силы люди в душе изменяют. За глазам горячие слезы, они могут спокойно дальше. Исчезает от света, молчания. Середина. Одноименный мажор, тональность того части до минор. Серединка в до мажоре, в одноименном, но это мажор. Там оркестр весь, здесь оркестр часть, и это в основном духовые. Духовые часть звучания ассоциируются с музыкой военной, победной, праздничной, торжественной. Так вот, дальше. Контраст не только ладовый, минор мажор, контраст ритмический, пульсация 16, ла-та-та-та-та-та-та-та, остинатор ритм, неизменный, победный. Наверху мелодия. Опять уже не позволю. Банальное трезвучие. Мы вспомним, как началась первая часть. Он интонационно связывает первую со второй. А потом такую интонацию вы услышите в финале. Ой, не в финале, раньше, в сердце. Дальше. Кроме того, здесь любопытный склад гомофонии и полифонии. Вот то, что вот это гомофония. Сопровождение аккордами. Полифония в чем? А вот чем. Играет верхние голоса. А в серединке контрапункт полифонию. Значит, торжественный чайный взгляд.
Вот такой мощный контраст. Прозвучала-то середина, и опять спад. Как будто, знаете, поспоминали, а что он сделал. Под девиз, знаете, каким он парнем был. Звучит. Повисает звук до, если начальник не простит, и вдруг скорбно и отчаянно. Вернулись на землю, потому что сейчас и опять, как в начале. Вот такие мощные контрасты. Ну, а теперь... Он занимает мало страниц, но длится почти столько же, сколько первая часть, потому что очень медленно, тяжело. Итак, вторая часть. Марча фунебре, говоря по-итальянски. Потом эти термины, сколько Лист, Рахманинов, Шопен, Марча фунебре. Извините, я перескочил. Поэтому в жизни реально, как вы можете, когда хоронят царей, видите великих вождей, политиков, президентов и прочих. Они не дают праздники. Мы с вами годами не говорим. Потом Вагнера пишет, потом располагали. Так, это первая часть. Основная цель. А звучание домой, или музыка даже пасторальный оттенок. И одновременно более жалостно. Как вы знаете, чувство жалости звучание. Кстати, Мендельсон есть мощный похоронный марш, просто не все его знают. Сейчас представляю тему «Ми бемоль мажоре параллельно». Начальное просветление, струнные запеты, виолончели, огни, светло, нежно, восторг. Но не надо быть пальцем. Так, сейчас я покажу, когда я перейду в музыку. Страница 83. Сейчас я перейду на виолончели. Суровый, мрачный. Потрясающий предыдущий аккорд. Все вздрогнули вдруг в этот момент. Потом такой будет Вагнер делал в своих произведениях. А теперь, господа, легендарная середина. Воспоминания об их подвигах, о том, что они сделали. Сейчас начнем. Вторая часть, запомните.
Вселенская скромность. Ладно, вот заметьте, Бетховен в симфоническом музыке не позволяет там отсидеться где-нибудь в уголке. Он не оставляет равнодушным. Если Гайдн и Моцарт предлагает, Бетховен требует себя слушать, попробуй его не услышать. В музыком мощном берет вас за шиворот и ставит куда не хочет. Итак, такой траурный марш. И вот после такого траурного марша, а в конце там ходят опять слезы, конечно, по-бетховенски мужественно, это наш самый случай. Звучит сердце. Что означает сердце? Повторю, марш – воплощение общегражданской скорби. Плача всех по многим, и герои, давшие свободу. А скерца – это рад ликования, все, кончилась битва, кончилось сражение, мы победили. Нервный смех после схватки, попытка передохнуть и повеселиться как немножечко. Глухие удары, литавр, контрабасы, пиццека, которые здесь люди, все замирает, останавливается. Люди мрачно, молча разбегаются. Оцените контрасты в этой музыке, динамические. От 2 пиано до 3 форте здесь. Колоссальный диапазон динамический. Итак, скерца. Напоминаю, что Бетховен сделал это в этой симфонии. Но чтобы быть точным, еще напомню эту вещь, что вообще-то в жанре ансамбля первый это сделал Гайдн. Он не знал Бенедзи, но скерца. А в жанре симфонии это сделал именно Бетховен. Третье. В этом скерце Бетховен заложил типичные черты этого жанра, надлежащие 200 лет до сих пор. И эти черты сохраняются. Итак, скерца – это очень быстрая музыка. Дальше. У скерца тема, как правило, не вокальная, а инструментальная, виртуозная. Излагается очень часто не только струнами, а духовыми, в артикуляции стаккато. Это как неосознанная безудержная радость, как нервный смех после сражения. Вот что. И вот эти черты будут потом типичны для скерца для нашей жизни, в самых разных эпохах. Теперь, но и форма. С тех пор типично 200 для скерца сложная, трехчастная форма стрела. Впрочем, такая же была в Венеции, форму он оставит, он изменит содержание. Итак, что же там в скерце? Напоминаю, здесь речь идет о борьбе, симфония героическая. Поэтому не просто веселые ребята здесь, борцы, люди крепкие, отчаянные, может, поднесение такое крепкое. Итак, вот начало. И такое ощущение, что представьте, вы идете по улице, будет туда. Видите, там много людей, смотришь, дальше еще больше и больше, приближаетесь. Какой-то гул голосов. Что говорит, непонятно. Слова сливаются в какую-то звуковую массу. Слов все больше, гул сильнее, слов. Все сплетается. Проходите в гуще, понимаете, что здесь происходит. Вот так Бетховен. Вот начало, это пока такой вот неясный гул. Все больше, больше, больше. Вот. Так вот. Темы нет, здесь как бы перевод. Лишь постепенно из этого гула что-то похожее на тему, на осмысленные фразы, слова и вырисовывают.
движения. Так, это первая часть. Серединка трио. Напоминаю, празднуют, переселяться, пытаются успокоиться от напряжения битвы. Борцы и бойцы. Так вот, и в серединке здесь будет музыка опять героическая, но без того пафоса будет, что в середине марша. Как ты говоришь, все просто. Звучат инструменты духовые, во-вторых, медные, в-третьих, моторный, роги. И звучит музыка, напоминающая первую часть, движение по звукам аккорда. Победная музыка, вот она. Фанфарная музыка, которая сообщает о завершении событий, о чем-то великом, торжественном. Вот это характер середины. И опять характер вступления. Вот такое-то самое скерцо. Так, ну а теперь. И здесь есть коды. И в этой коде Бетховен шутит. Напоминаю, метр этого скерца трехдольный. С тех пор так будет у них, как и мы все. Так будет у Бородина, например, Глазунова, Чайковского. А в коде меняет трехдольный метр на четырехдольный. Почему? А потому что это маршевый метр. Он готовит с собой уже шествие победных колонн, звучит кода. А-ля бреве обозначение. И вдруг вспомнил, что они начали плясать и маршировать, да? Марш черем в этом. Вернется к первому. А теперь послушаем отрывочки из этого самого скерца. Кстати, здесь настолько быстрый темп, что многие дирижеры здесь не показывают средой, рука отвалится. Показывает только одну сильную минуту. Так. Попробуйте раз. На минуту щипать, потому что она сумасшедший темп. И так будет потом многих музыкантов. У Бородина будет еще более быстрый темп. Итак, скерца. Извините, я сейчас 2 секунды чай украл. Я слышу шуршание. Все больше и больше. Что-то вырисовывается из этого гула. Ну, смотрим. Это не указано. Смотрим. Завозим. Так. А вот теперь серединка, это самое. Сейчас. Идеально, как они инструменты. Итак, в середине трио появляется героика, героическая музыка, героика радостная, ликующая. Нет, и так далее. А теперь переходим к финалу, который тоже является новаторским. Во-первых, потому что здесь необычная форма вариации. Во-вторых, не только поэтому.
Финал подведения итогов, надо на финал. То есть, ну здесь все ясно. Была битва, кончилась победы, оплакали павших, повеселились, что еще. Здесь будет, по сути, еще одна битва, во-первых. А во-вторых, здесь панорамой пройдет все то, что уже было. Вот почему он использует форму вариации. Вариации не обычных, а вариации, повторяю, и двойных, здесь будет две темы. И вариации стройки, с одной стороны, вариации баса стената, старинная форма еще времен барокко и ренессанса. В-третьих, вариации еще характера. Каждая вариация будет иметь свой облик не похожий. Если не знаешь, что это вариация, будет думать, что это совершенно разные куски музыки, разные пьесы. Так вот в этом финале опять он показывает и драматические, и героические, и лирические, и скерцозные, или какое-то скорбное, и светлое, и жанр бытовой, все будет. Минувшее и вновь передо мной, я вспоминал, Пимель из Бориса Годунова проходит, так вот здесь минувшее все победит. И были битвы, и потери товарищей, и скорбь, и радость, и отчаяние. Все будет. Музыка потрясающая сегодня. После этого лишь такие финалы будут тоже пытаться музыканты сочинить. Например, Брамс поступит подобным образом. Начинается, эта музыка тоже нежная. Относительно того, что будет дальше. Ликование. На высшей точке замирает нота, а дальше исходящий пассаж звуков. Лавина с гор. Ликующий. Так будет Чайковский начинать свои финалы, например, и многие другие. Но это будет потом. Шостакович вот. Остановка. Вот сейчас что-то будет. Радостная новость. Бежал, застыл у муза. Ждем, что скажет. Вот он говорит. И появляется первая тема. Это выступление, а вот тема вариации. А тема смешная, тема простая, как мечение коровы. Кого-то герой застыл, и от радости только отдельный звук возникает, который слово не складывается. Ну, может, он заикается, а может, просто от дара, от чувств речь потерял. Как Бетховена. Например, даже комическое, смешное впечатление, заметьте. Отрывистые звуки, большие паузы к тому вещи. Вот так она вся. Ну, Господи, ну что с этой темой сделаешь, потому что из героического можно извлечь? Можно многое. Вот появляется первая вариация. И музыка более нежная, мягко, лирическая. А вот третья вариация, вернее, вторая вариация. Кстати, господа, здесь нет, имеется в виду, что потом не ошибаться и не кивать на вот этот источник, вот он не источник. Его редактируют такие же студенты, как вы, по-разному обучены. Вот видите, третья вариация. Это неправда. Это 2000. А вариация вторая. Что вот эта тема, вот первая вариация, вторая. Вот здесь появляется новая тема. Появляется она вот наверху. А вот это прячется вниз, где есть тема и баса стена. Эта тема маршал плясовая. Пам-пам-пам-пам. Такая, знаете, как танец Мариэль. А эта тема напоминает песню. И вместо другой песни. Светло веселый. И характер меняется. Вдруг появляется в этой музыке лирика. Играю эту тему, смотрите. И так далее. Это прозвучало. А вот дальше нам демонстрирует чудеса. И вдруг эта тема делается тревожной, взволнованной, порывистой. А это самое. Некоторые вариации необычайно не похожи на начало. И вот здесь появляется вариация соль минор. Вы узнаете ритмы из предыдущих частей. Самое главное, героика, драматическая область, и ритм марша, походного, боевого. Вот такая боевая музыка. А теперь вспомните, какой была тема в начале. Кто мог думать, что из той темы будет такая вот мощная драматическая музыка. И здесь же, в этой вариации, в этой финале, вдруг музыка пасторальная, нежная, ласковая.
Только героика уже без драматизма, без борьбы, а героика победы, ликования, торжества. Ну а теперь. И здесь есть свои коды. И чтобы придать этой музыке симметрию, без какого-то кошта. Музыка замирает, пиано, 2 пиано, 3 пиано, а потом. И опять как в начале. Все становится. А арпеджиатор в высоких струнах радость, трепетание, а внизу мы слышим совершенно превращенные фанфары победные, звуки начальной той самой смешной темы, спотыкающейся, заикающейся. Итак, финал сонатной партии. Форма вариации, какие вариации уже описал. Но главное, что в этой форме, в этом финале, такое богатство образов, которое вмещает все предыдущие части. Это действительно гениальный итог обобщения всего того, что было. Наш послушай. Ой, извините, не заехал сейчас. Вот так тема. Струнные пиццикаты. Тихо, осторожно. Кто-то тут крадется, как даются музыканты с графом в агрессивской территории. Здесь никакой героики нет. Даже забавно это выглядит. То есть начало вообще, по сути, скинцозно, конечно. А в том, что из этого сделали, потрясающе. Вот пришли домой, сразу счастливые, победили, доказали, а все еще спят. Вот он конечно, чтобы никого не побудить, не беспокоить. Вариация. Первая вариация. Диалог скрипки альта. Полифонический склад. Больше мягкости, нежности, не проявляется для музыки. Здесь один финал, видите, сколько полусимфонии у Гагарина. Новая вариация. Вот она, новая тема, лирика песенная. Удивляемый духовой звучит. Первая, вторая. Чем дальше меньше будет начальная Тревога появляется в музыке. Так. Куда-то. А внизу первая тема.
развивающейся в кавычках темы вот такой музыки, героической, драматической, музыкой борьбы настоящей. Вот в этом стоит гениальность Моцарта. Искусство образного преображения, даже образной трансформации. Из того сделать вот это. Тот же материал. А теперь, вы заметили, что звучало перед началом этого эпизода, этой вариации героики драматической, звучала флейта. Но флейта не простая, а пиккола. Вот, господа, запомните. Бетховен не просто собрал 20 разборчих музыкантов, 60, и сделал в группе деревянный духовой по 3 инструмента. Он взял третьим не такую же флейту, не такой же гобой. Он взял инструмент особого вида, разновидность. Поэтому 2 флейты нормальных, а 3 флейта пиккола. 2 гобоя нормальных, а 3 английский рожок с иным тембром. Это родственник с иным тембром. Дальше. 2 фагота нормальных, а 3 контрфагот, октавы ниже, мрачный, тяжелый. Так что бетховенский оркестр отличает не только тем, что там больше людей, и что деревянных инструментов поте, а тем, что 3-й инструмент – это инструмент нового тембра. Ему не хватало еще новых красок оркестровых. Вот оно типа расширяет свой диапазон. Поэтому разнообразие тембра в оркестре учить в оркестре, чем правильно Так, ну а теперь идем дальше. Значит, прошло 4 годика. 1808 год. В Европе опять войны. Повсюду. Правда, теперь пока без России. Россия ушла оттуда. 808 год. Он пишет свою 5-ю симфонию. Сразу поставлю точки. А через 2 года, 10-й год, он пишет увертюру Эгмонт. Итак, 804-й симфония номер 3, 808-й симфония номер 5, 810-й год увертюра Эгмонт. В этих произведениях Эгмонте и в симфонии 5 еще больше героики, еще больше драматизма. Если симфония, начинающая все-таки с радостного, вот хорошо, вот вышел герой, показал себя, оказалось, что нужно еще воевать, но он это достоинством сделает, то 5-е, и начинается ему музыка, музыка уже драматическая, музыка события ужасно, уже все происходит, и герой нужно отличаться, он уже не может быть безмятежным. Итак, 808 год, симфония номер 5. Тональность до минор, любимая тональность. В этой тональности великая 8-я соната. В этой тональности великий концерт номер 3, императорский революционный. Великие вариации номер 32 вариации, много в этой тональности. Итак, до минор. Этот цикл более традиционный. В каком смысле слова? Здесь нет траурного марша, здесь нет вариаций в конце, да. Но есть свои находки. Бетховен, желая показать непрерывность развития событий, соединяет 3-ю и 4-ю часть. Тут очень просто. Они звучат атака, выражаясь по-итальянски, или нон-стоп, выражаясь по-английски. Без перерыва. 3-я вливается, влетает в 4-ю. Номер 4-я влетает в 3-ю, перебивая ее. Так. Кроме того, здесь, в этой же 5-й симфонии, мы не перешли, в этой 5-й симфонии найдены новые приемы. Вот там Бетховен открыто показывает, что он воплощает в своих произведениях борьбу человека и судьбы, рока. Рок, фатум, это все по-русски судьба называется. И он воплощает рок-фатум в конкретной теме, которая начинает с собой всю симфонию. И будет появляться в этой симфонии наиболее напряженный момент. Это легендарные 4 звука. 3 соль, ми бемоль. Ла-ла-ла-ла. А потом 3 фа ре. Ла-ла-ла-ла. 2 мотива. Всего-навсего. Так вот, да, это воплощение той самой судьбы, что стучится в дверь. Это очень важно, просто это не мной придумал. Бетховен сказал, здесь судьба стучится в дверь. Стучать можно по-разному. Вот представьте, пришли к знакомому человеку, великому ужасному или к начальнику, и вот так, знаете, еле-еле что-нибудь, не потревожить его, скребетесь в дверь. Можно и так стучать. Можно ногой пинать. У Бетховена судьба здесь по-разному себя ведет. Вначале буквально бьет ногой в дверь. Потому что уверен, что с героем можно справиться легко. Потом оно уже руками. В 3-й части оно уже стучит костяшками пальцев. А в конце части оно уже скребется, боясь побеспокоить героя, потому что что-то побеждена героя. Он одолел его. То есть Бетховен этот образ судьбы, пока от начала до конца, в развитии он меняется, как он ослабевает. Как помощь в Уре в диалоге с Орфеем. Вот так Бетховен говорит. Это еще не все. Бетховен здесь порождает, по сути, идею так называемого лейтмотива. О лейтмотивах позже, потом, когда мы дойдем до Вебера и Берлиоза. Но идея уже Бетховен собирает. В чем суть? Что появляется мотив,
который звучит не то чтобы везде будет и Вебера, и Берлиоза, и Вагнера, а звучит уже во многих местах, не только в начале. Вот эта тема судьбы, она потом появится, объявится в третьей части. Она еще там будет звучать. Лейт это значит придворный, постоянный, неизменный. Лейт. Потом будет пойти лейт тембра, лейт гармония, лейт мотив. Это здесь он заберет. Это тоже новшество. Художественный период. Во-первых, персонификация образа судьбы. Рока Фатума. Тема. Начало. Во-вторых, превращение темы в постоянную. Значит, в первой части, в третьей. Это еще не все. Еще одно изобретение Бетховена. Преображение лейтмотива. В каком смысле? Вот когда вы читаете лейтмотив в третьей части, вы его узнаете и не узнаете. Смотрите, сейчас сыграю, поймете, в чем дело. Вот кончит в начале. Вот за Бетховен. Да. Мы слышим интонации, мелодию, мотив, или правильно. А в третьей, значит так. Нет этой интонации терции исходящей. Есть повтор звука. Но ритм тот же, помню, этот тот же. Это та же судьба. Только уж не такая решительная, как уверенная. Она не сомневаюсь. А вы двигаетесь сражаться. Так вот, это и есть проявление, преображения, изменения, развития лейтмотива. Так, господа, встречаемся завтра в последний раз перед экзаменами. У нас завтра последний занятие. Я представлю, успею. Ну или пятую летника, что удастся успеть. Кстати, решить заранее. Сегодня подумайте, о чем вы завтра занятия сделаете. Представить пятую летника, что вам будет легче самим. Это более распространенные, все знают. Так, ну и значит, тогда до завтра, а потом уже до экзамена.